Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Кто о вас постоянно думает, вспоминает, кому вы не даете покоя? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, кто постоянно обо мне думает, кто мечтает, кому я не даю покоя. И давайте посмотрим. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, полезную и нужную информацию. Пусть высшие силы вот моими руками, пусть то, что сейчас скрыто, слушайте и узнать. Так, но этого человека вы очень хорошо знаете. Однозначно, сразу вам говорю, знаете этого человека. Мало того, этот человек вам, возможно, также снится, либо вы недавно вспоминали об этом человеке. Он с вами не рядом. Возможно, на постоянной основе, да, вы находитесь в разных местах, а возможно, человек уехал. Уехал на несколько дней, либо вот как командировку уехал, да, сейчас он рядом с вами не находится. Кто этот человек? Это человек очень умный, у него высокий интеллект, он выходит змеей, любит как развивать себя, любит обучаться. Вот он такой интересующийся, и разноплановые у него интересы. Всегда вот как в поиске каких-то новых знаний, новых возможностей. А знаете, про таких говорят, что у него как земля под ногами горит, да, вот он на одном месте усидеть не может, ему нужно и туда, и сюда, и что-то вот попробовать, узнать, договориться, вот прояснить. Такой человек. Немножечко такой суетливый, но тем не менее. У этого человека, кстати, очень хорошее будущее будет, и оно уже не за горами. По крайней мере, в финансовом плане вот его ждут большие деньги, да, большие возможности у него будут открываться. Вот этот человечек о вас думает, он для вас, вот прям знаете как, готов вот и небо, и луну, и звезды, да, вот все вместе это положить к вашим ногам. Какой-то у него безумное желание вам какой-то либо подарок очень дорогой, либо какой-то прям знаковый подарок сделать. И он прям последние дни вот в голове это все содержит, прорабатывает, думает, как вы отреагируете, как вы отнесетесь. Может, надо добавить, да, там, не слишком ли это мелко. То есть вот такие мысли у него к вам. Так, девчонки, ну смотрите, отыграется вот кто, если смотрит в паре, в браке, то это ваш партнер. Либо может отыграться, что это какой-то ваш хороший знакомый, приятель. Но явно вы этого человека знаете, явно у вас с ним контакт происходит. Вот этот человек решил вас действительно порадовать, причем заслуженно. Возможно, у вас скоро день рождения, возможно, какая-то знаменательная дата. И вот он не спит, не ест и думает, как бы вас порадовать. Так. Кстати, у вас скоро с ним будет какое-то общение, может быть, сообщение в мессенджере, может быть, звоночек будет от этого человека, ну, буквально вот в течение дня, там, либо в течение суток, да, вот как-то вы с этим человечком пообщаетесь. Какой-то вот идет от него, весточка от него идет, да, птичка от него летит. Так, еще по поводу этого человека хочу сказать, ну, он к вам будет ехать. Вот он очень скучает, и прям все мысли, да, вот сесть на свою вот лошадку, да, и к вам скакать, скорее скакать к вам. Так, тут еще один есть человек, но этот человек, это какая-то женщина. Женщина вышла. Это когда не для мужчин, сразу говорю, это чисто женская энергетика идет от этого песка. Вот эта женщина, она, скорее всего, либо соседка, либо какая-то вот на работе коллега. Женщина к вам очень-очень плохо относится. Она вас записала, скорее всего, как враги, да? Вы как будто бы для нее враг, какую-то опасность вы для нее представляете. Она прям вся такая напряженная.
Она вас боится. Боится, чего конкретно она боится, я не могу сказать, но то, что она о вас думает постоянно, понимаете, мысли ее черные, это точно. В левой стороне она выходит, и она такая, знаете, думает, как бы мне что там сделать, да, какие меры предпринять, чтобы вас немножечко от себя отдалить, либо чтобы вы ей там первый удар не нанесли, не знаю, то есть какие-то у нее мысли тревожные по поводу вас. Либо соседка, либо на работе коллега. Причем, знаете, у вас с ней, скорее всего, напряженные отношения, и у вас это конфликт, может быть, был, может быть, в принципе, да, как-то вы с ней договориться не смогли. Это не первого дня ситуация, то есть достаточно длительное время происходит между вами вот этот накал страстей. Вот буквально в течение 3-5 дней вот эта женщина, она себя проявит. Причем проявит как-то из-под тишка. Вот. В мыслях, в голове у нее черная птица. Причем птица такая, знаете, похожа на ястреба. То есть какое-то молниеносное такое действие в вашу сторону. Но я вас предупредила, если вы с кем-то конфликтуете, да, либо с кем-то у вас в натяжении отношения, вот знаете, что может предпринять какое-то действие, какой-то прям такой выпад на вас, да, в чем-то вас там обвинить, либо к чему-то там придраться, да, вот как-то так может поступить. Ну, я так вижу, что эта ее птица, она вниз и упадет, то есть у нее не получится то, что она задумала, посмешищем станет однозначно, даже от нее какие-то люди из-за этого отвернутся. Вот. Вы можете пострадать именно с психологической точки зрения, да, что вот прям вроде с виду приличная женщина, да, и вот ведет себя неадекватно. То есть для вас это будет, конечно, дилемма, да, как вообще мне реагировать, да, я приличная воспитанная женщина, как мне реагировать, если вот человек с ПМС, да еще и вот как сказать, да, как сказать, чтобы не выругаться. Вот в таких случаях очень хочется ругаться. Но явно неадеквашка, что-то с ней происходит, и почему-то она прям на вас. Девчонки, кто в треугольниках, вот сразу хочу вас предупредить, явно ваша соперница может тоже тогда выходить. И вот что-то она готовит. Причем такое вот прям, знаете, блицкриг. Типа, сейчас вот я и сделаю. Но нет, не сделает, и посмешищем будет, и сама в себе разочаруется. Тут у нее большие неприятности будут. Но она прям думает. Если вы в последнее время чувствуете недомогание, упадок сил, какие-то, вот знаете, неприятности мелкие с вами происходят, знаете, что она очень много негатива в вашу сторону шлет. И здесь очень важно, мои хорошие, себя защищать. Как мы себя защищаем, я уже неоднократно говорю на всех своих каналах, во всех видео практически подряд я всем советую 90-й псалом. И это займет у вас 10 минут максимум, если все делать медленно. Вы просто находите 90-й псалом, называется он «Живые помощи». Своей рукой переписываете на бумажечку, эту бумажечку носите с собой. Очень хорошо помогает, нереально хорошо помогает. Поэтому я вас сейчас предупреждаю, я даю вам возможность себя обезопасить. И эта молитва, этот псалом, он обезопасит не только от этой ситуации, но и в принципе, да, от неприятностей. То есть это защита, которую вы просите у высших сил, у Создателя. Вы вот именно, знаете, как вокруг себя делаете вот эту вот колбу, да, из стекла, чтобы вот вас невозможно пробить, и вот все эти энергетические вбросы, они об стекло, да, скажем так, в стекло летят, да, и вниз спускаются. То есть они в вас не попадают. Ну и, конечно, сейчас у нас убывающая луна. Делайте чистки. Солевые чистки идеально подходят в таких ситуациях. Во-первых, очищают, во-вторых, убирают недомогания, чистят все вот эти вот дырочки, которые нас пробивают. Делайте, работайте, все будет замечательно. Так. Тут еще важный момент, который я хочу сказать по поводу мужчины. Мне не очень нравится,
что вас кто-то хочет рассорить, либо между вами как клин вбить. Какой-то вот доморощенный кукловод объявился. Я не могу сказать по полу, кто это, мужчина или женщина, но кому-то ваше счастье, да, либо ваши отношения, либо возможность ваших отношений не дают покоя. Вот есть человечек, который бы хотел управлять этой ситуацией, хотел бы вас там разлучить, рассорить. Ну, как знаете, почему-то, если я несчастный, да, вокруг меня будут счастливые люди. Никого не слушайте, никого не слушайте. Если будут какие-то разговоры, если будут какие-то оговорки, старайтесь не становиться в позу, типа, ну как ты там мог обо мне плохо подумать, а просто разберитесь, откуда эти слухи пошли. Вот прямо по полочкам все разложите, это очень важно. Потому что вот кто в паре, кто в отношениях, явно здесь есть тайный умысел, причем очень хитрый тайный умысел, прям как какая-то, знаете, интрига, да, вот подковерная игра, где вас пытаются рассорить. Вот, по крайней мере, такие планы есть. Есть человек, который не желает вашего счастья, не желает, чтобы ваша пара была счастливой. Кстати, может быть, кто-то из родственников отыграется, запросто может быть. Так. Еще хочу по поводу мужчины добавить. Вот смотрите, девочки, вот сейчас этот ваш мужчина, ну, которого вы точно знаете, кто о вас думает, мечтает, представляет, вот у него такое огромное желание в последние дни вот зародилось. Смотрите, вместе, вот вы вместе, но вот он, вот вы, а между вами новая жизнь, да, вот как прорастает стебелечек. И смотрите, ангел крылышками накрыл. То есть у него какое-то желание такое безумное к вам. То ли, может быть, повенчаться, то ли какой-то, может быть, обряд провести. Там обеты дать, да, друг другу там поклясться, верности в любви. Вот чего-то такого хочется. И он об этом, кстати, думает, представляет. Но то ли сказать боится, то ли, может, он сам по себе там человек не сильно верующий, а тут в последнее время вот его эти мысли посещают, и он там, может быть, переживает, что вы над ним посмеетесь, что вы скажете, да ну, что ты, дурачок, не хочу. А у девочек, которые, ну, с этим мужчиной там не встречаются, просто там друг, сосед, там, переглядываетесь вы с этим человеком, да, еще ничего серьезного, стабильного нет, то тут страх предложить вам отношения, страх вот прям подойти и сказать, что ты мне там давно нравишься, я хочу с тобой в отношения, я хочу, чтобы у нас с тобой были дружеские, любовные отношения, чтобы семья у нас с тобой в будущем создалась. Страшно, потому что он отказа не переживет. Если он сейчас в качестве друга, человека, с кем вы общаетесь, то если он вам откроется, скажет о своих чувствах, то вы можете сказать, да нет, мне это не интересно, и я не хочу, не буду. Но почему-то он переживает за эту ситуацию. Если вы понимаете, о ком я говорю, еще раз говорю, мужчина с высоким интеллектом, мужчина развитый, мужчина, который работает, пытается заработать денежку, пытается что-то, вот, знаете, вот как собирать, накапливать, развиваться. Вот такой мужчина выходит. По внешности не могу сказать. Могу сказать, что вот он перемещается на чем-то. То ли он постоянно в разъездах, то ли он на машине постоянно вот ездит. Да, вот у него сейчас, смотрите, мысли, да, вас на свою эту лошадку посадить и с вами куда-нибудь уехать, да, в сторону восходящего солнца. Если вы понимаете, о ком говорю, если у вас с этим человечком уже чувства какие-то есть, и вы не против, то тогда, девочки, я могу посоветовать вам сделать первый шаг в сторону этого мужчины. Вы об этом не пожалеете, вы и ему покажете, что вы в нем заинтересованы, и как будто бы ему руки развяжете. Язык, вот правильно сказать, вы ему язык развяжете, чтобы он наконец-таки начал действовать более активно в вашу сторону. Вот, мои хорошие. То есть, видите, как смотрели на любовь, нам тут еще и предупреждение дали. Ну, значит, вам нужно об этом узнать. Значит, нужно принимать меры, мои хорошие, обязательно. Не забывайте себя защищать. Это очень и очень важно. Если люди делают негатив, его очень сложно снимать, нереально сложно. Особенно если застарелый. Так что, мои милые, на этом все. Берегите себя.
Не бойтесь, девочки, показать мужчине, что он вам интересен. Ну, а если ваш мужчина сейчас с вами не рядом, будьте уверены, что он о вас думает, он вас любит и он к вам спешит. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.